На протяжении истории у ингушей было хорошо развито лечебное дело. Ингушские врачи разных исторических периодов применяли к больным и травмированным необычные, неизученные, но очень эффективные методы лечения, используя собственную интуицию при лечении и опираясь на свой медицинский талант. Один из таких гениальных ингушских лекарей – это хирург Бунхот Ачиев, живший в конце 19-го, начале 20 веках. К сожалению, до наших дней не дошли его фотографии, в которых можно отчетливо разглядеть его внешность. Но есть фотография, в которой одаренный лекарь Бунхот Ачиев стоит у Склеепового могильника в башенном комплексе Таргим. Далее будут приведены рассказы, в которых содержатся применяемые Бунхот Ачиевым необычные способы лечения. Лекарь и кузнец. Человек на все руки Бунхот Ачиев жил в селении Мецехал в конце 19-го, начале 20 веках. Бунхо был в Мецехальском обществе единственным лекарем широкого диапазона. Жители горных ущелий доверяли опыту и знаниям Бунхо. Да и вести больных во Владикавказ было нелегко. Ему приходилось лечить самые разные болезни. Он знал целебные свойства растений и трав, использовал в лечении самые разнообразные методы, основанные на знании народного календаря и природы, в том числе почвы, родниковой воды, растений, продуктов животноводства. Проводил сложные операции, даже по трепанации черепа. Интуитивно и точно определял диагноз и принимался за лечение. Умело накладывал на раны шины, сделанные из коры деревьев, был замечательным костоправом. В условиях отсутствия соответствующей медицинской посуды, обеспечивать стерильность инструментов было сложно, но Бунхо за этим следил тщательно. Жители гор вспоминают различные случаи из жизни о том, как Бунхо лечил людей. По воспоминаниям Хусена Эвкурова, у его брата Аюпа из Альгети часто болела нога. Как-то боли в коленном суставе мучили так, что он не мог двигаться. Нога опухла. Пригласили они к нему лекаря. Бунхо осмотрел ногу, затем вышел на луг, покрытый травами. Лопатой убрал он верхний слой земли с травой, взял следующий слой чернозема, добавил в него простоквашу и замесил маркал, раствор. Затем наложил эту смесь на колено, сверху покрыл шерстью и перевязал. На следующий день поменял повязку. И так 3-4 раза. Больше никогда нога Аюпа не тревожила. Было это в 20-х годах 20 века. Бунхот Ачиев лечил Гири Хутиева, жившего в районе курорта в горах. Он сохранил ему ногу, которую врачи собирались ампутировать. Как-то в горном районе Ахкарчи, острыми скальными камнями порезал икроножную мышцу охотник Шанхой. Перевязав жгутом ногу, Бунхо замедлил поток крови в ноге и, сделав операцию, зашил рану. Он использовал нити, сделанные из кожи буйвола и обработанные гусиным жиром. Тщательно следил Бунхо за больным еще некоторое время после операции. Или другой случай, ужалила как-то змея Дымоки Матиева на сенокосе. С опухшей ногой привезли его к Бунхо. Разжег Бунхо костер из веток облепихи и, попросив родных сильно удерживать больного, горячими углями и золой надавил на место укуса. В этот момент из раны хлынули змеиный яд с гноем. Был другой случай, когда юная девушка белила в помещении, стоя на сложенных втрое стульях, и, не удержавшись, упала. Все опешили, так как девушка не могла шевельнуться. Пришел Бунхо, и уверенными движениями рук вправил кости и выправил шею девушки. В своем лечении Бунхо принимал решения смело, действовал уверенно. Был случай тяжелой травмы в селении Мецехал. У Исмаила Катиева, в результате удара кинжалом по голове, череп был разрублен на две части, от мозжечка до переносицы. Повезли его в больницу Владикавказа. Лечили, и когда врачи сказали, что нет надежды на выздоровление, Катиева привезли домой, в Мецехал. Начались отеки, появились гнойнички. Пришел Бунхот Ачиев к больному, открыл черепную рану, затем намазал свой язык медом и аккуратно, языком, начал вытягивать мелкие осколочки костей из его раны. Затем лекарь велел зарезать черного курдючного годовалого бараной, разрезав курдюк на тонкие ломтики, стал вкладывать их в рану и вынимать их с кровью и гноем. Очистив таким образом рану, он еще несколько дней наблюдал за больным, пока тот окончательно не поправился. После этого случая Исмаил Катиев прожил еще 49 лет.